Добрый вечер, вы смотрите новости в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. ПМФ день второй. Какие соглашения подписала делегация Якутии на крупном экономическом форуме в Петербурге. Старт навигации. В республике повсеместно начинается сезон. Какова готовность сил и средств? ЕГЭ-2021 по стране проходит единый госэкзамен по русскому языку. Как в этом году все организовано? Республика заняла 10-ю строчку национального рейтинга «Инвестклимата» в регионах России. Об этом сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Как показывает рейтинг, Якутия ежегодно улучшает свои позиции. В этом году республика поднялась на 10 мест выше по сравнению с 2020-м. Например, в 2019 году регион занимал 22 место рейтинга инвестпривлекательности, а в 2018 году 52 место. По информации ТАСС, большинство регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур. Это получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет и многое другое, а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта России. Кроме того, Якутия и Крым согласовали на форуме в Петербурге направление работы в рамках межрегионального сотрудничества. Соглашения подписаны о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном взаимодействии. Регионы намерены наладить обмен опытом по привлечению инвестиций и улучшению инвестклимата, а также будут развивать взаимодействие в ювелирной отрасли. Планируется таким образом выстроить работу с якутскими ювелирными компаниями по открытию на территории Крыма специализированных магазинов по продаже изделий из драгметаллов, мамонтовой кости и бриллиантов. Стороны также прорабатывают вопрос создания в свободной экономической зоне Крыма совместных ювелирных предприятий с применением пониженной ставки налогообложения. Мы взаимодействуем также и по другим экономическим, транспортным вопросам. Вместе с тем, конечно же, последние годы мы видим очень серьезную потребность у людей в целом в стране и у нас в Якутии к отдыху внутри нашей страны. И, конечно же, с этой точки зрения Республика Крым – это жемчужина нашей страны. Я благодарен Сергею Валерьевичу, мы с ним в прошлом году уже эту тему начали прорабатывать. И сейчас уже вышли на конкретные решения, которые позволят уже республике здесь иметь объекты, где смогут оздоравливаться и наши дети, и взрослые. Уверен, что, конечно же, вот такие шаги послужат дальнейшему развитию сотрудничества между нашими регионами и в конечном итоге повышению здоровья, повышению качества жизни людей и в Республике Крым, и в Республике Саха-Якутия. В республике повсеместно стартует навигационный сезон. В столице провели проверку сил и средств к выполнению предстоящих задач. Это осмотр судов, проверка экипажей и многое другое. Ко всему этому приурочили торжественное поощрение юных героев нашего города. Репортаж нашего корреспондента Алексея Лукьяненко. На лодочной станции при осмотре сил и средств ГИМС прошла проверка знаний и своих функциональных обязанностей личного состава. Проверяли наличие документов, средств защиты, свидетельств на право управления маломерным судном, а также техническое состояние судов и их укомплектованность. Все государственные инспектора готовы к исполнению своих служебных обязанностей. Также были осмотрены наши суда. Суда показали тоже себя технически исправными, к судам никаким нареканиям нету. И данные суда готовы у нас к работе в 2021 году. Сейчас мы видели, что был пробный обкат. Это, так сказать, парад судов. Посмотрели, вспомнили, как оно было. И буквально с завтрашнего дня половина патрульных катеров уже отправляется в рейдовые мероприятия. ГИМС и спасатели к смотру готовы. Главный госинспектор Смирнова. Доклад закончен. Навигационный период у нас в республике уже начался со вчерашнего числа. 7 числа в основном по всей республике откроется. В целом смотр показал общую готовность. Мы прикрытие по всей республике, по всей территории республики готовы. Общее количество плавсредств у нас около 42 будет обеспечивать безопасность людей на водных объектах.
Действительно, безопасность людей для сотрудников ГИМС является приоритетом, но что делать, когда спасателей рядом не оказалось? Именно такая история, чуть не обернувшаяся трагедией, случилась 25 апреля. Учащиеся средней школы номер 23 Якутска, гуляя в районе площади Победы, увидели детей, провалившихся под лед. Школьники, не раздумывая, бросились на помощь, после чего совместными усилиями помогли выбраться ребятам из ледяной воды. Как рассказали ребята, героями себя не считают. Видели, как дети бегают с собаками, да. Ну, мы стояли, смотрели, и они провалились. Ну, то они подошли на хрупкий лед, там, где он почти растаял. Мы долго не раздумывали, сразу к ним пошли. Еще я видел рядом с нами какого-то мужчину. Малик побежал так, как он был самый первый. Он пошел сразу за девочкой, вытащил ее и сам упал под лед. Я пошел за Маликом и тоже упал. Я выбрался. Юра пошел к нему поближе, но он решил, что без палки, то есть ничего особо не сделать. Я взял палку и начал Малика вытаскивать. И тот дядька уже вытащил мальчика. Только в прошлом году в Якутии было зафиксировано 46 смертельных случаев на воде. В целом, по итогам 2020 года произошло 96 опасных случаев на водных объектах. Те, кто остались живы, зачастую были спасены простыми прохожими. Во время построения ребятам торжественно вручили благодарственные письма и ценные подарки, а также прокатили на спасательном судне. Вот такие они, скромные, юные и уже герои. Алексей Лукьяненко, Семен Семенов, Якутск. Из-за сложной пожароопасной обстановки с лесными пожарами и в связи с угрозой населенным пунктам в Нюрбинском районе введен режим чрезвычайной ситуации на территориях Тюмюкского и Кюндядинского наслегов. В местности Джигян Тюмюкского наслега много дней подряд лес горит на площади в 110 гектаров. Расстояние от лесных площадей, занятых огнем, до населенного пункта села Мар составляет всего 4 километра. По периметру лесного пожара трактором проложили противопожарный разрыв. Непростая ситуация выдалась и в Кюндядинском наслеге, где лесной пожар, начавшийся на площади всего в 3 гектарах в местности Нила, перекинулся на новые площади. В названных наслегах ведется беспрерывная круглосуточная работа по тушению огня. У нас действует 3 лесных пожара. В 2 населенным пунктам имеется угроза. Это село Нюбачан и село Нахсет. В связи с угрозой населенным пунктам село Нюбачан и Нахсет, или по-другому Хангалас, ведется отселение населения. В настоящее время в этих населенных пунктах сосредоточены силы и средства, пожарная часть, также местное население, водовозка и техники. И ведется борьба с огнем для того, чтобы огонь не попал в населенный пункт. 106 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает оперативный штаб, из них 67 в Якутске. В Хангаласском районе 5 случаев, в Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Мигнокангаласском, Мирнинском районах по 4. По 3 человека заболели ковидом в Алданском, Амгинском и Намском районах. Еще в 4 улусах выявлено 1-2 заражения. Наступило лето, и на настоящий момент выезжают у нас граждане как из республики в отпуска. Соответственно, большинство субъектов сегодня требует вакцинирования, и люди будут себя чувствовать достаточно более комфортно, если они будут провакцинированы. И кроме того, из города Якутска в районы начали приезжать дети. Обращаю внимание на семьи тех, кому дети приезжают. Безусловно, в наши поликлиники, наши учреждения здравоохранения готовы вас провакцинировать. Второй день единого госэкзамена по русскому языку проходит сегодня по стране. Все помещения, предназначенные для проведения ЕГЭС, оснащены согласно всем требованиям безопасности. Таким образом, на входе стоят металлоискатели, в аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. При себе выпускникам разрешено иметь только паспорт и черную ручку. Во время проведения экзамена разрешено выходить в туалет, в медкабинет или в кабинет психолога, но это только допустимо при сопровождении взрослого. Как нам сообщили контролеры и наблюдатели, в уборных установлены специальные глушители мобильной связи. В
В течение месяца с 1 по 30 апреля текущего года в отдаленных и труднодоступных территориях 15 районов республики прошла всероссийская перепись населения. За указанный период переписчики обошли 14 778 помещений и переписали в них 45 883 человека. В труднодоступных и отдаленных территориях остальных районов Якутии перепись будет проводиться в июле-августе, а также в общие сроки осенью этого года. В Хандаге Тампонского района полным ходом идет снос старых деревянных домов в рамках адресной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего на первом этапе переселили 11 многоквартирных аварийных домов 70-х годов постройки. Подробнее Мария Винокурова. В Хандаге с вводом в эксплуатацию 2 каменных домов в декабре прошлого года ключи от новых квартир получили 88 семей. С февраля по улице геолога Кудрявого началась ликвидация деревянного аварийного жилфонда. После сноса домов территория будет выровнена и спланирована под будущие жилые дома. Но не все дома возможно снести сразу. В некоторых остаются жильцы, которые приобрели квартиры после признания домов аварийными. Допустим, дом переселенный, а 1-2 квартиры, получается, они еще как бы существуют, и за ними право собственности у соответственно, владельцев. Поэтому мы не можем некоторые дома сейчас в данный момент снести, потому что там проживают жители. Потому что вот, и они сейчас в судебном порядке решают этот вопрос о предоставлении либо компенсации, либо предоставлении нового жилья. Тем не менее, работа кипит. Совсем скоро центральная часть Хандаги полностью преобразится. Поэтапно будут снесены все аварийные деревянные дома 70-х годов постройки. На их месте строители возведут новые многоквартирные дома исключительно в каменном варианте. А новоселы 2020-2021 этапа получат ключи от долгожданных квартир по улице Магаданская, 2 уже в этом году. В 2021-2026 годах в поселке Хандага планируется переселить свыше 1800 человек, проживающих в 85 аварийных домах общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Бердигастях Горного Улуса торжественно открыли канализационно-водоочистительную станцию. Производительность объекта с учетом всех эксплуатирующихся, а также строящихся объектов составляет 300 кубов в сутки. В ближайшее время в селе Бердигастях проекты будут также дальше реализовываться в рамках нашей региональной программы «Чистая вода» в части строительства водоочистной станции. И очень отрадно, что 2 объекта параллельно выполняются в одном населенном пункте. Это водоочистная станция и канализационно-очистное сооружение. Данные проекты позволят обеспечить как чистой питьевой водой население, так и обезвреживать, так скажем, жидкие бытовые отходы, которые непосредственно могут повлиять, так скажем, на окружающую среду. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале и будьте всегда в курсе.